Христос воскрес! Православные христиане отмечают Пасху – главный церковный праздник. Потребительская корзина якутян. Во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты. 8 миллионов каратов алмазов «Алроса» подвела итоги за первый квартал 2020 года. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Сегодня во всем мире православные христиане отмечают главный церковный праздник Пасху – День воскресения Иисуса Христа. Жители республики приняли участие в пасхальных богослужениях в режиме онлайн. Трансляцию можно было увидеть из Градоякутского Преображенского кафедрального собора в прямом эфире телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и в инстаграм-аккаунте Якутской епархии. Архиепископ якутский Ленский Роман поздравил якутян с этим светлым праздником. Дорогие мои братья и сестры, дорогие якутяне, Христос воскресе, Христос телене. Сердечно поздравляю всех с праздником, великим, главным праздником христианской веры, праздником воскресения Христова. Христос воскресе, говорим мы друг другу и отвечаем: воистину воскресе. И в этом исповедании все основание христианской веры. Пасха в этом году отличается от предыдущих лет. Впервые верующие вынуждены встречать ее, сидя дома. Но именно эти меры необходимы для того, чтобы остановить страшный недуг. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 36,5 тысяч. За последние сутки оно увеличилось на 4785 человек. Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Специалисты оценивают состояние всех заболевших коронавирусом в республике как удовлетворительное. Пациенты получают необходимое лечение. Одна заболевшая подключена к аппарату ИВЛ. Общее число заболевших по состоянию на 18 апреля в регионе 88 человек, в Якутске 27, в Алданском районе 40, Ленском 5 пациентов, 11 случаев в Чаендинском месторождении, в Горном 2 заболевших, в Вилюйском 2 пациента и в Мирнинском районе 1 случай коронавируса. Полностью вылечились 16 человек. Режим повышенной готовности, объявленный в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции, совпал с сезоном золотодобычи. Основная часть постоянных работников старательских артелей приезжает в районы и на сезонные работы из регионов России и ближнего зарубежья. Как соблюдаются меры по недопущению распространения инфекции в Усть-Майском районе в связи с началом сезона золотодобычи, смотрите далее. На полигонах Усть-Майского района, Солнечном Егоренке, Звездочки и на участке Алахюнь добывает драгоценный металл более 10 старательских артелей. Для работы востребованы специалисты высокой квалификации, которые сезонно на период золотодобычи заезжают в наш район из-за пределов республики. Система взаимодействия администрации муниципального района и муниципального образования с руководителями артелей по изоляции приезжающих отработана. По мере поступления к ним народу они составляют списки и передают нам, кто прибыл, кого посадили на изоляцию, на карантин. То есть условия соблюдаются. Также и с врачами они взаимодействуют. Объясняем эту ситуацию людей, чтобы они не контактировали в основном, не с местным населением. В основном работа и отдых. Это основная сегодня задача, которую мы доводим до своего коллектива. Приезжие старатели проходят несколько этапов проверки, пока они доберутся до места работы. Это и в аэропортах, и главное – на посту при въезде в район. А сразу же по прибытию в артель их помещают на самоизоляцию. Но мы несем ответственность за жизни других людей в первую очередь, и поэтому будем стараться, чтобы изоляция приезжих работников соблюдалась и ничего страшного не произошло. Мы как артель в этом заинтересованы, мы хотим работать, и мы, конечно, молимся и делаем все, чтобы все прошло благополучно. Руководители района постоянно держат на контроле ситуацию, а главы поселений следят за обеспечением порядка исполнения режима самоизоляции. Мы проводим дезинфекцию в МКД. У нас 3 человека, которые этим занимаются. Д-средства мы закупили. В Якутске закупили маски. Также имеются маски на предприятиях. И население проинформировано о самоизоляции. Вы видите, что в поселке фактически движения нет.
Некоторые старательские артели уже закончили принимать работников, тем более, что зимники и переправы уже закрыты. На данный момент завоз закончился. Вот. Те, которые там неделю, там чуть побольше назад заехали, они все находятся в обсервации, вот, выжидают двухнедельный срок. Несмотря на то, что во многих артелей количество рабочих мест закрыто всего на 90%, директора золотодобывающих предприятий надеются доукомплектовать артели после режима повышенной готовности, но в то же время осознают всю опасность проникновения инфекции на свои объекты. А не дай бог, если появится хоть один человек в нашем здесь закрытом месте, это приведет к коллапсу, по сути дела, потому что и парализация всех процессов, и экономику, и все. Согласны все, что необходимо установить заслон этой заразе. У старателей есть преимущество в том, что они располагаются в труднодоступных местах, куда случайный человек не попадет. Да и закрытие ледовых переправ и весенняя распутица и ледоход поможет самоизолироваться от внешнего мира. Юрий Таюрский, поселки Солнечный, Югоренок и Звездочка. Приостановлена перевозка пассажиров на воздушных подушках через реки Алдан и Лена. С 20 по 30 апреля указом Айсена Николаева введен запрет на перевозку по маршрутам Якутск-Нижний Бестях, Кангалас и Сотинцы и на реке Алдан по маршруту Мегино-Алдан-Кескил. Соответствующие меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике. По той же причине ЖДЯ приостановил трансфер пассажиров по маршруту Нижний Бестях-Якутск до 30 апреля. Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассах продажи. Во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты, говорится в исследовании mail.ru. Насколько сильно изменилась потребительская корзина якутян, живущих в разных городах России, и как кризис сказался на их покупках. О лидерах рынка и продажах в материале Айсены Бурнашовой. Семья Габышевых переехала из Якутии на юг России не так давно. Солнце, пляжи и Черное море. Адлер полюбился супругам, и они открыли свой гостиничный бизнес. Дела шли в гору, поток туристов был завидный, вспоминают сейчас Евдокия и Евгений. Но неожиданно нагрянув пандемия коронавируса в одночасье, лишила их семейного дела и каких-либо доходов. У нас семейная гостиница, она сейчас закрыта. Семейный доход у нас очень снизился. Цены на основные продукты в магазинах, в больших супермаркетах, на базаре не изменились. Это очень радует и успокаивает. Надеемся, что карантин скоро снимут, и мы начнем свой бизнес заново, с новыми силами. Не унываем, в общем. Кому повезло, так это продавцам овощей и фруктов. На фоне пандемии резко увеличился спрос на имбирь и лимоны, посчитав, что эти продукты укрепляют иммунитет и даже снижают вероятность заболеть коронавирусом. Люди скупали их, не жалея денег. Только на прошлой неделе в Краснодарском крае за килограмм золотого корня торговцы просили 7 тысяч рублей. В основном фрукты и овощи не подорожали. У нас подорожал только лишь имбирь, чеснок и лимон. А в самый пик удорожания имбирь сколько стоил? До 50 доходил. И люди покупали? Покупали, да. Вдогонку Mail.ru представил и свои данные. Тратить больше денег на еду стали 43% россиян, почти половина населения страны. А чего не ожидали, так это спроса на строительные товары, увеличение на целых 24%. При этом стоимость той же шпаклевки или настенной плитки осталась неизменной, отмечают якутяне. Ремонт я откладывала очень давно, но как раз во время самоизоляции появилось какое-то время, и в основном я свою физическую силу никуда не затрачиваю и как раз-таки вот сублимирую в ремонт. Сейчас в данный момент занимаюсь ремонтом в ванной, ну и по мелочи много чего уже успела сделать. Между тем, осознанные покупки – основа экономии, да и покупательская активность меняется каждую неделю. Совсем недавно в топе покупок у россиян был имбирь и лимон, и до этого список возглавляла туалетная бумага и гречка. Ну а сейчас тяга пропала к покупке антисептиков. С чем связана такая ситуация? То ли это злая шутка маркетологов, то ли некая ситуативность товаров? На этот вопрос аналитики пока не спешат ответить. Но как бы то ни было, при любом раскладе деньги теряет только покупатель. Экономисты бьют тревогу. Не поддавайтесь эмоциональным покупкам. Еще неизвестно, сколько нам придется сидеть на самоизоляции. Не позволяйте недобросовестным продавцам наживаться на нас. Как оказалось, у большинства из нас снизился уровень дохода, и у очень многих нет финансовой подушки безопасности. Сейчас самое время копить, а не тратить.
Так что берегите свои финансы и, главное, свое здоровье. Оно нам еще пригодится. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Иван Черков, Адлер, Москва, Санкт-Петербург, Якутск. Легкомоторный самолет Ил-142 потерпел крушение в районе села Лесное Хабаровского края. На борту воздушного судна находились 4 человека. Согласно информации, в результате авиапроисшествия никто не выжил. На месте крушения работают аварийно-спасательные службы. Помимо этого, в результате падения самолета образовался пожар, который был оперативно ликвидирован силами пожарной службы. Алроса получила 8 миллионов каратов алмазов за период с января по апрель 2020 года. Основной объем добычи обеспечил Айхальский ГОК за счет роста переработки руды почти в 2 раза и увеличения среднего содержания алмазов в руде трубки юбилейные. За указанный период предприятие добыло 3 миллиона каратов. Снизили добычу Нюрбинский и Удачнинский ГОК, но снижение производства алмазов на этих предприятиях связано с уменьшением содержания алмазов в руде. Карантин вовсе не становится препятствием к общению между педагогами и детьми, убеждены воспитатели детского сада «Василек» в Алдане. Находясь на самоизоляции, взрослые вместе с детьми создали короткометражный фильм, посвященный домашним хлопотам и увлечениям. Картину, пока еще не вышедшую в свет, увидела Татьяна Вахнина. Отовсюду черпая что-то новое, малыши чуть-чуть взрослеют с каждым днем. Воспитанники детского сада «Василек» дома время используют с толком. Они не только играют, но также познают книжные премудрости и предаются творчеству. Под чутким руководством мам и бабушек девочки осваивают кулинарное мастерство, а мальчики оттачивают сноровку в исключительно мужских умениях. Не сидят без дела и воспитатели. Привычка, как известно, вторая натура. И каждый день педагоги начинают с зарядки. Кроме того, вынужденное домоседство дает возможность привести в порядок документацию. Также воспитатели делают иллюстрации к сказкам, продумывают логические игры и выстраивают занятия, возобновление которых ждут как они сами, так и их воспитанники. Домашние дела и увлечения легли в основу фильма. Идея его создания принадлежит руководителю художественной мастерской «Василька» Людмиле Шевченко. В работе над картиной приняли участие и взрослые, и дети, рассказала по телефону воспитатель Наталья Колпакова, в настоящее время осваивающая стезю режиссера и монтажера. Нужно было собрать фото и видеоматериал с каждого работника. Затем самое сложное – обработка и монтаж. Достаточно кропотливая работа, но получилось быстро. Процесс создания ролика даже понравился. Интересно пробовать себя в чем-то новом. Педагоги «Василька» убеждены, просторы для творчества и развития безграничны. Изоляция и карантин не стали препятствием к общению наставников с детьми. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.